В Ингушетии с начала этого года зарегистрировано 40 летальных исходов из-за передозировки наркотиками. Это серьезная проблема, которую власти региона решают комплексно, в связи с чем правительством республики объявлен профилактический месяц борьбы с наркоманией. Как заявили в Минздраве России, каждый третий из подрастающего поколения сегодня под угрозой белой смерти. Желание попробовать что-то новое, неумение сказать «нет», незнание того, как на самом деле губительно наркотики влияют на организм человека в целом и на психику его. После первых опытов есть два пути выхода. Это первое – это полное прекращение употребления наркотических веществ, или же человек продолжает употреблять наркотики и неминуемо переходит уже на следующий этап развития зависимости. На втором этапе наркотики становятся необходимым атрибутом веселья и отдыха, а закомплексованные в себе люди находят в нем лекарства от стеснения, раскрепощаются. Другие, употребляя, подавляют свой стресс и забывают о своих проблемах, теряясь в реальности. Веселье заканчивается уже на третьем этапе. Начинается не просто психическая зависимость, от которой наркозависимый может самостоятельно избавиться, она уже перерастает в физическую зависимость, от которой он самостоятельно просто не сумеет избавиться. Самая сложная процедура – это лечение от зависимости. Она настолько причиняет пациенту боль, что тот не может отказаться от психоактивных веществ. Словом, каждый наркозависимый знает итог частого употребления, но смерть ему кажется лучшей участью, чем боль, которую он испытывает, пытаясь бросить. При употреблении наркотических веществ нарушается функция печени, разрушается, точнее сказать. Серьезно страдает и сердце. Сердечная мышца, она работает на износ. Употребление наркотических веществ вызывает дистрофию сердечной мышцы. Человек быстрее задыхается при физических нагрузках, ему движения даются с большим трудом. Также нарушается пищеварительная система, процесс усвоения питательных веществ, она протекает неполноценно, так как в печени прекращает вырабатываться белок. А смерть от наркотиков наступит в любом случае. Человеческий организм не способен испытывать подобные нагрузки постоянно, из-за чего и отказывается работать в штатном режиме. А вдобавок наркоман с каждым употреблением психоактивных веществ увеличивает дозу. Многим и этого недостаточно, они переходят к более сильным наркотикам, избавиться от зависимости которых практически невозможно. В большинстве случаев наркоман умирает от передозировки. Так как наркоман теряет инстинкт самосохранения, он может легко попасть в чрезвычайную ситуацию, ДТП, какие-то непредвиденные обстоятельства. Число россиян, умерших от употребления наркотиков в прошлом году превысило 10 тысяч. Одной из главных задач профилактического месяца является просвещение населения о вреде наркотиков и последствий их употребления. За это время будут организованы лекции, семинары и конференции с молодежью в школах, университетах и СУЗах. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Акраман Дасхоев, Новости 24.